В 21 веке Россию захлестнула новая волна рабства. World of Tanks больше, чем игра. Иногда мы оказываемся в ситуациях, в которых особенно хочется верить в чудо. Всем привет, с вами Серк 13231 и Лавка КВПЗ. И мы сегодня... Я постоянно путаю. На планете Земля появился новый вирус. И всех опять предупреждаю, что мы заболели. До сих пор болеем. Мы уже месяц болеем. Нет, не месяц, 3 недели только. Ну 3 недели это месяц. Как бы не так. Давай его сзади его. Я его сейчас прессовать буду. Давай, прессуем его. О, ты опять один стёрт взял? Да. Стой, давай, прессуем его. Вот такие вот мы дурачки. А вот и нет. Все гораздо серьезнее. У них нет мозга. Можно даже позавидовать. Итак, привет, ребят, с вами Звезда Омега. Сегодня я хотел бы вам показать видео, в котором пойдет речь о раках, статистах и отношении людей к этой игре. Я ловлю себя на мысли, что где-то уже это видел. Итак, я 48% рак. Я провел 11 тысяч боев и мой рейтинг ВН8 чуть ниже 1000. Если быть точным, там около 900. Это много или мало? Регулярно ученые делают новые предположения на этот счет. При виде таких игроков в чате от статистов, хотя точнее от педобиров, которые поделали себе твинки и нагибают на имбах, можно было почитать всякого рода оскорбительные и порой даже унизительные комментарии касательно кривости моих рук. Обидно, но увы. Неужели дела действительно так плохи? Ради эксперимента я решил сесть, поиграть с серьезным отношением к игре, хотя серьезность и игра — это само по себе несовместимое понятие. Я в это мало верю. Но вот вопрос. Понравилось ли мне играть с таким серьезным подходом к игре? С настроем стараться обязательно победить? Если честно, вообще-то нет. Не понравилось. Почему? Да тут все просто, ребят. Игра создана для того, чтобы играть. Он прав. И главный вопрос по рейтингу, по статистике в этой игре. И ради чего все это? Ради какой-то красивой статки в игре? Какое достижение, блин. Такое чувство, что статисты своим внукам потом будут говорить, как они на танках рубились, как они нагибали, какая у них была красивая фиолетовая статка. Однако сегодня появились люди, не разделяющие этого мнения. Это ж, блин, такое достижение, ну просто пипец. За это, наверное, и Нобелевскую премию дают, да? Не дают. Он прав. Тогда почему же такая гордость за показатели в игре, ребят? Вы не реализовали себя в жизни и теперь стараетесь заполнить ячейки в танках? Не понимаю смысла. Этому должно быть объяснение. Это доступно только избранным. Сейчас скажу, может, грубовато, но у меня такое чувство, что статисты запускают игру, смотрят свои показатели, устраиваются поудобнее на диванчике или же на кресле и начинают на свою статку Ваньку чухать или же Ужика душить. Подтвердить эту версию крайне сложно. Я хочу проверить эту теорию. Всем привет. World of Tanks, Ольга Ламберт и моя любимая гриль арта. Посмотрите на это животное. Кто это? Мне вот всегда интересно, откуда вы берете эти ТТ, как вы на них садитесь? Может быть, вы их за наличку покупаете или что, я не знаю. А потом просто тупо тупите. Проверить слова женщины невозможно. Поверить в них трудно. Как можно объяснить подобное? Девушку накачали сильнейшим психотропным лекарством. А сейчас, дорогие мои, внимание, подарок. Есть. Я убила союзника. Мы имеем дело с какой-то особенной формой разума. И, ребят, если вы будете тупить, и вдруг в вашем отряде буду я, то я со всеми буду так поступать. Угрожает. Но, увы, она по сей день находится в лечебнице. Вот и все. Спасибо, до свидания. Любите и не огорчайте своих близких.
We are dead.